У кого-то, оказывается, вот дети тоже одно любят есть, другое нет. Предпочтения вот, разные, да? Вот все так. Вот и внуки также. Одни второе любят, одни первое, видишь как? Ну да, предпочтение, но иногда бывает момент, что там деликатный момент, что хозяйке некогда, там Мне каждому, некогда да, готовить. некогда Колларым ешь, что дают. Вот я инде вот инде не обижайте, вот суп варю, инде ладно, аж. Это замечательно, больше ничего не надо. А то это Я только аж йох. Я как раз среди казахов вырос, я всегда мясное все для меня это. Мясное все. Я раньше, да, кумыс я покупал, сейчас вот кумысу меньше там стал, потому что не совсем качественный, из коровьего молока, обманывают. Сейчас начали обманывать. Вон травится. Травится, говорят, соль Илецкий даже травится кумысом. Вот обман идет, подлог, подделка. Вот. И я всегда мясо, кумыс, даже баранью голову. Мне друг из Казахстана, он там, у Каспия у него еще дом остался, он приехал. Мне вот в комментариях пишут, соль Илецкий казахи, говорят, соль Илецкий, как там написали? Соль Илецкий казахи на татар похожи или на казахов? Что-то там, сейчас помню. Что-то, дескать, татары, что ли, на казахов похожи. Что-то такое. Я вот сразу не могу вспомнить, извините. Ну вот, как раз он похож на казаха. И в Уральске, вот, как-нибудь отдельно, можно сказать, вот, в татарском общении был, на казахов похожий. Вот. И я вот изнутри похож на казаха. Там мясо. Мне главное вот это вот. Я иду, вот, когда там есть узбекское, оказывается, это кафе Бишбармак. Я там сажусь, кушаю и довольный. Вот. И, естественно, вот он, Рустам зовут его, из Казахстана. Он мне там скот режет он людям и голову привозит. Язык особенно очень вкусный. Я раньше мозг ел, а потом у меня по весне сердце заболело. Я километров 10 быстрым ходом прошел, не стал к врачам обращаться. И думаю, сам протестирую свой мотор. Быстро-быстро, 2 часа хода весной. Марш-бросок сделал в другую часть города. У нас 18 километров растянут город вдоль реки Камы. И у меня должно через сутки сердце заболеть, если вот от нагрузки чрезмерной. Нет. Тогда, значит, остается какой вариант? Холестерин. Я начал вспоминать. Ага, я зимой ел, значит, масло, сметану покупал на улице. Вот этот мозг ел овечий, а там 100% холестерин. Вот, молока много употреблял. А потом все, отказался от этого мозга. Только начал мясо есть, вот, которое в нем, скажем так. Вот, сижу я, мясо это ем. Поэтому и сестре, тут как раз в начале разговора вышел, я вспомнил, что у нас с самого начала, если начать, я вот сказал про родственников, там бываешь, одни там резко в форме реагируют, когда, значит, что-то там осмелился даже малейшее несогласие выразить. А некоторые, вот вспоминается мама наша Рухшат-Бусын, она говорила, когда я отказывался, она говорит, мейлинг. Я на рынке у таджиков услышал это, я говорю, что такое мейлинг, это вы говорите? Они говорят, ладно, типа. А я говорю, мама все время говорила, когда я упирался, отказывался, она говорила, мейлинг. Так вот, насчет кулинарных предпочтений. Что у нас было, то мы ели. Мы иногда вот в селе родном у нас яйца там, допустим, несколько штук пожарили и поели. Не думали о холестерине. Оказывается, яйца предпочтительно употреблять утром. Там что-то свет моргает у меня в камере. Яйца предпочтительно есть утром, потому что там холестерина много, а холестерин усваивается поутру хорошо. Вот. Что-то там вечером. Кисломолочное, молоко. Вечером усваивается лучше. Поэтому. Так вот, перейдем. Родственник один приезжал. Студентом был, учился там в Одессе. Приезжал и к маме, скажем так, по характеру, молчаливый. Такой
чистоплотный, трудолюбивый, неконфликтный. Копии матери, но почему-то у них некоторые расхождения молчаливые такие были в отношениях. Мама говорила, вот, допустим, про меня говорила, что не дам, что не приготовлю, все ест. Но я считал, надо уважать, молча ел всегда. И что дают дорогу, все подряд брал. А он от этого отказывался, это отказывался. И вот блюдо тоже отказывался от этих блюд, которые ему мама предлагала. И она даже как-то в сердцах воскликнула: «Нәрсе пішіргеде білмеймін де». Вот. Ну, я и к нему поехал потом в Одессу. Сижу в гостях, думаю, чем же они питаются. Я жил где-то недели 2. Это было в 88 году. Недели 2. И смотрю, у них там, значит, халва, чай. Халва к чаю там, салат или что-то такое, каши. И я как-то сижу и с полунамеком им просто сказал, я говорю, а я в городе видел вот на прилавке мясо. Но они, видимо, на лету схватили информацию и перед моим отъездом сварили мне мясное. А так они мясо не употребляли. Даже я помню, когда он в 9 году настойчиво зазывал к себе меня. Нет, пардон. Я в 9 не так было. В 9 году я... В 4 году я был. Участвовал там в оранжевой революции. Жил в палатке. Потом Новый год у них встречал. И вот в 9 году брат под Оренбургом с ним созванивается, разговаривает. И тот мне: приезжай, приезжай. Я говорю, у тебя же мяса нет. Я мясо люблю. Он говорит, ну, у нас, к сожалению, мясо польское, как мыло это мясо. Но мы, говорит, постараемся найти нормальное. Ладно, говорю, в таком случае приеду. Я приехал. У него там огромные кастрюли борща сварены и мясо наварено. И вот в холодильнике не пропадает же. Они мне в течение недели этим почивали, а сами мясо не ели. Что касается мяса, когда я в 4 году под Новый год приехал в Одессу, там 2 родных брата. Тогда 2 жили брата. И вот старший брат у них почему-то, ну, он имя поменял на русское, потому что у него там, значит, имя согласовывалось с фамилией. Как-то, видимо, люди путались, абракадабра получалось. И что удивило меня, они, оказывается, знаете, все время свининой питались. Ну, эти вот, которые я в пригороде был в гостях, у них такого не наблюдалось. А те, видно, свининой питались. И вот Женьгай, что ли, позвонила и спрашивает про меня. Я ем свинину? И это младший Женьгай сказал, нет, не ест. Тогда они впервые, наверное, в истории своей семьи пошли на рынке, купили говядину и сварили. В заключение немножко курьезный случай поведаю. В общем, я с Женьгай там поехали в Одессу, в город по каким-то делам, возвращаемся. Тут такая картина маслом. Куры. Несколько кур, там собак у них было. А как куры пробегали, он их начал душить, ловить и душить. И ладно, говорит, этот сосед Никитич, Царство Небесное, он позапрошлом году ушел из жизни, ветеран Великой Отечественной войны. Позапрошлом году только ушел из жизни. Вот как раз он сосед, как-то Никитич его звали. Сергей Никитич или Никита Сергеевич? Сергей Никитич. Наверное, Никита Сергеевич его звали. Вот. И он успел подбежать и зарезать этих кур, когда они начали там в конвульсиях биться. Вот. И мне родственница, значит, говорит, не говори другим там кому-то, как эта курица конец свой встретила, а то, говорит, брезговать будет. Ну, вот так вот. Когда уж там другие родственники появлялись, они ели то, что обычно предпочитали. Ну, в гостях-то, конечно, в гостях всегда человек выбирает, что хочет есть. А когда на постоянной основе, тут уж, как говорится, у татар,
гость и шаг хозяина. Ну, на этом завершим. Спасибо за внимание. Всего доброго.